Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе происходящих событий в стране и в регионе. В Гагаузии в последнее время начались общественные дискуссии о том, нужно ли сегодня как развивать Гагаузию в преддверии, в том числе и 30-летия со дня принятия закона об особом правовом статусе, как Гагаузии развиваться в политическом и институциональном плане в ближайшей перспективе. Есть ряд инициатив в этой части, в том числе и о создании политических партий. Об этом и многом других вопросах сегодня мы будем говорить с депутатом Народного собрания Николаем Дудого. Здравствуйте, Николай Харлампич. Здравствуйте, Виталий. Ну, мы поговорим в том числе и о инициативах, которые вы выступаете и выступаете. Но хотел бы начать с некоторых проблемных вопросов. Вопрос утверждения бюджета, который Народное собрание утвердило в первом чтении. Плюс проблема с патентообладателями. Народное собрание проводило публичные слушания, и вроде бы есть решение о том, что депутаты должны продлить срок еще на 1 год. Если мы говорим о проекте бюджета на 2025 год, какова ваша позиция по отношению к этому документу? Потому что ряд ваших коллег критикуют бюджет, в том числе как бы за неоправданные расходы на содержание, в том числе Народного собрания и исполнительного комитета. Добрый день, уважаемые наши телезрители, слушатели. Я за бюджет в первом чтении не голосовал. И прежде всего не голосовал из-за того, что мы в августе месяце предлагали очень хорошую идею открытия в Гагаузии центра спортсменов высоких квалификаций, высоких достижений. И скажу, что тогда, в принципе, мою идею не поддержало Народное собрание, отправили этот вопрос на подготовку исполком Гагаузии, и было обещано, что исполком Гагаузии в течение нескольких месяцев подготовит устав, практически все документы, и с Нового года этот центр будет открыт, и бюджет, в принципе, и будет оно, как говорится, мы увидим его в новом бюджете, который, следующий год. В этом бюджете даже и близко нету открытия такого центра в Гагаузии. И есть очень много других вопросов, которые, естественно, что в первом чтении и задаются, это, как говорится, идет обсуждение во втором чтении. Но мне оно не понравилось с первого раза, поэтому я не проголосовал. И, в принципе, готовлю очень много поправок по второму чтению, где, естественно, что будем задавать вопросы. Я считаю, что в данный момент в Гагаузии очень тяжелый год. Энергоресурсы снова дорожают, как несколько лет назад. И хоть и говорят, что это социальный бюджет, но я скажу, что мы последние годы, наверняка, самое плохое с прошлого Башкана, пример взял нынешний Башкан, что продолжаются эти огромные траты, миллионные средства на проведение различных гулянок, танцев, очень много различных фестивалей и тому подобное. И дальше снова идет расширение штатов. В эти тяжелые времена, я думаю, что нужно прекратить уже танцевать, нужно больше аккумулировать средств для того, чтобы помогать простым людям. Гагаузия должна надеяться на себя. Прежде всего, на то, что кто-то придет и поможет. При таком бюджете, который сегодня есть, я скажу, что мы действительно можем там найти средства для того, чтобы в тяжелое время людям помогать. Тем более, что мы видели, что сейчас в конце года люди не получили даже компенсации за тепло. Поэтому я думаю, что на следующий год мы должны, депутаты, принимая этот бюджет, эти вопросы поднимать для того, чтобы учесть. Что касается патентообладателей, конечно, мы, это наверняка уже несколько раз мы принимаем решение, судебная система отменяет, мы принимаем, судебная система отменяет. Естественно, что мы на этот раз тоже поддержим наших патентообладателей, потому что я слышал, как наши люди говорят, что есть затраты для того, чтобы поехать, привезти товары,
холодно на базаре, все тому подобное. Конечно, мы поддержим. Но наверняка нужно вести переговоры первым лицам Гагаузии, это и исполкома Гагаузии, руководство Народного собрания, вести переговоры с правительством, ну, теми министерствами профильными, которые это курируют, те, кто опротестовывает, госканцелярия и тому подобное, что этот пинг-понг, наверное, нужно заканчивать, что нужно на территории Гагаузии добиться, чтобы мы, если принимаем наши законы, чтобы их не отменяли. В принципе, мы политическая автономия, я считаю, что имеем право принятия законов. Но для этого нужно встречаться, нужно говорить. Тут вакуум, который образовался, что мы закрылись и ни с кем ничего не хотим говорить, и все от этого страдают, ну, наверняка пришло время, что все поняли, что никто не решит наши вопросы, кроме нас. Простите. Николай Харламович, еще одна важная тема – это вопрос о капитальных инвестициях относительно муниципия Камрад. В одной из наших программ, где вы были, вы сказали о том, что имеете согласие вашего коллеги Александра Тарнавского на то, чтобы эти 800 тысяч, которые были предусмотрены в бюджете на 2024 год, были направлены на ремонт Камрадской спортивной школы. Мы задали этот вопрос примару муниципия Камрад Сергею Анастасову. Он сказал, что решение так и не найдено, потому что нет согласия среди 3 депутатов, представляющих Камрад, а этого требует закон. И, в общем-то, сегодня вопрос завис, денег муниципальный бюджет не получил, а мотивируя тем, что почему Примария предлагает другой проект финансирования, что Камрадская школа не находится на балансе Примарии, является учредителем районной администрации, и по мнению Сергея Анастасова, этот ремонт должен произойти, но должен финансироваться региональными властями. Насколько я понимаю, по бюджетному процессу сегодня эти деньги Примария вряд ли получит, потому что уже конец года, и, в общем-то, все эти процедуры не были соблюдены. И даже если появится согласие и депутатов, и муниципального совета, вряд ли можно будет успеть по срокам освоить эти деньги, потому что мы находимся за несколько недель до окончания года. Какова сейчас ситуация с этими деньгами? К сожалению, нужно признать, я не хотел бы сегодня давать оценку примару, но нужно сказать, что он превзошел себя. Ну, наверняка он начал переоценивать себя. Фактически потерять 800 тысяч лет из-за амбиций примара, который не дал ни в коем случае эти деньги получить для того, чтобы отремонтировать Камрадскую спортивную школу. Законность ремонта спортивной школы, я что-то остановлюсь на этом, я был в управлении строительства промышленности, у начальника управления, советовался. То есть никаких проблем нету для того, чтобы отправить эти деньги Примарии, чтобы Примария сделала тендер и отремонтировала этот объект. Второе, скажу на личном опыте. Когда я был примаром, значит, у нас была такая очень большая, серьезная проблема наша больница, хирургический корпус, где, честно говоря, когда мы приходили, сыпала штукатурка. Один из лучших наших врачей тогда, Альбертян, Петрос Альбертян, тогда даже хотел уехать в Америку, потому что, действительно, там невозможно было работать. И что мы делаем? Тогда примар вместе с муниципальным советом со своего собственного бюджета мы выделяем 1,5 миллиона лей для ремонта нашей Камрадской больницы, которая тоже нет не на балансе примарии. И этот ремонт прошел и по сегодняшний день. Там, в принципе, в этом здании есть, я уже не помню, какое отделение, но до сих пор оно работает. За короткое время было отремонтировано, и наши люди получили хорошее обслуживание. Следующее такое же было, что спортивный лицей-интернат, региональный спортивный лицей-интернат. Но не было спортивного зала, дети ходили 2 раза в день тренироваться от геофизики в центр спортивную школу Камрата. И мы тогда тоже выделяем 600 тысяч лей, ремонтируем зал, и дети тренируются там. То есть, фактически никаких проблем нету, чтобы те деньги, которые сейчас направлялись, чтобы Примария провела тендер и выделила эти деньги для ремонта Камрадской спортивной школы. Еще раз скажу, что в Камрадской спортивной школе тренируются только дети из Камрата. Там нету детей из других населенных пунктов. К сожалению, я в Народном собрании выступил и задал вопросы начальнику управления строительства промышленности, почему спортивная школа Камрата, в отличие от всех других школ в Гагаузии, не ремонтируется на протяжении уже наверняка 20 лет. Это единственная школа, где если пройти не с центральной дороги, а с улицы Спортивная, где все видят, весь город видит,
что строительство, которое прошло 25 лет назад, как подняты, значит, котельцы, даже не оштукатурено. Зима, как можно в этом здании сохранить тепло? Крыша течет. Кто должен ремонтировать это здание? Да, я не снимаю ни в коем случае это с управления промышленности, то есть с полкома Гагаузии, где мы открыто просили. Но, к сожалению, они говорят, у нас другие приоритеты. Но если этот объект находится в Камрате, и должно, и говорится, сердце всех камратчан должно болеть, потому что это наши дети там тренируются, и чудом есть, удалось, 800 тысяч есть, и чтобы эти деньги получить и отремонтировать, мы от них отказались. Все 3 депутата Камрата, потому что у нас 4-й депутат господин Петров ушел с депутатства, он заместитель Башкана Гагаузии, все 3 депутата, мы подписали прошение, заявление, обращение председателю муниципального совета, примару, чтобы немедленно провести сессию, для того, чтобы эти деньги не потерялись, а управление выделило примарей, чтобы провести тендер и отремонтировать спортивную школу. Хотя бы эти 800 тысяч. И это было реально, это было возможно. Амбиция примара не позволили отремонтировать Камратскую спортивную школу. 800 тысяч Камрат просто потерял. Я скажу, что это уже никуда не годится. Николай Иванович, вот меняя тему по поводу того, что происходит в политическом плане в автономии, потому что мы находимся в преддверии празднования 30-летия со дня принятия закона об особо правовом статусе. И, естественно, всегда подводятся определенные итоги, в том числе как в плане становления самой автономии, функционирования ее органов власти и Народного собрания, и исполкома Гагаузии. И мы видим, что последние годы мы имеем определенные проблемы, как взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, так и с точки зрения формирования политического класса. Поэтому сейчас как никогда актуальны дискуссии вокруг того, как развиваться автономией дальше, то есть как добиться того, чтобы автономия стала функциональной. Вы недавно, несколько недель назад, вышли с инициативой о том, чтобы начать широкие общественные дискуссии по поводу того, как видеть или как развивать политическую составляющую гагаузской автономии. И на встрече, которую вы инициировали, присутствовали ряд экс-башканов, председателей Народного собрания. Какие были дискуссии, к чему вы пришли на этой первой встрече? И есть ли какое-то общее видение того, как Гагаузия должна развиваться с точки зрения институциональной и политической составляющей? Знаете, Виталий, вот в прошлый раз именно у вас на передаче мы впервые заявили, что Народно-патриотический союз Девлет выдвинула идею переговоров наших политических лидеров. Для того, чтобы мы встретили и выговорились. Все рассказали, предложили дальнейший путь Гагаузии. Потому что все мы сегодня в Гагаузии понимаем, что Гагаузия пошла в не том направлении, что-то не так. Да? Все понимают, что так дальше невозможно. Что-то мы потеряли. Гагаузия была создана развивать язык, культуры, много чего. Но сегодня мы остались в какой-то резервации, с нами руководят извне. Это не может продолжаться так долго. И я скажу, что идея была поддержана. Хотя я тогда, если помните, у вас говорил, что я не знаю, поддержат ли наши политики эту идею, что встретиться, обговорить эти вопросы, но в любом случае нужно встречаться и говорить. Я скажу, что на этой встрече было очень много действительно лидеров, политиков Гагаузии, бывших руководителей. Скажу, что был Башкан Гагаузии Михаил Макарович Фармузал, председатель Народного собрания, Харлам Инкарна Харлампьевна, Пашалы Петр Михайлович, руководитель гагаузской общины Николай Петрович Терзи и многие другие, что позволило действительно Гагаузии сделать первый шаг для того, чтобы мы слышали друг друга, чтобы мы встречались, говорили, слышали друг друга и намечали какие-то планы совместной деятельности в дальнейшем. И скажу, что мы тогда действительно все выговорились, все имеют свое мнение, никто никому, как говорится, ничего не обязан, не должен, но при этом я скажу, что мнение сошлось, что мы предложили переговоры из 3 раундов. Первый раунд – встреча с нашими лидерами, политиками, которые не входят ни в какие партии, то есть являются независимыми. А второй раунд – предложить более расширенную встречу и пригласить наших политиков, лидеров, которые входят
и в различные республиканские партии. То есть те, которые были в первом раунде, и пригласить новых, которые, в принципе, не участвовали совместно. И было предложено, Башканом было предложено Формузалом, чтобы второй раунд провести в здании Народного собрания, в зале Народного собрания. Он даже отмечал, что при его бытности, в принципе, было же решение, что все встречи общественных организаций, они имели бы право проводить в этом зале бесплатно собрания, которые приносят пользу для Гагаузии. И мы, в принципе, сейчас, вот у меня есть возможность обратиться всем руководителям, всем политикам, всем тем людям, которые, кажется, интересно будущее Гагаузии, пригласить в субботу 21 числа в 11 часов в зал Народного собрания, хотя мы завтра будем только говорить, выделять нам помещение, но я, конечно, не могу даже представить себе, что все-таки для лидеров, для политиков не смогут выделить 1,5-2 часа, чтобы мы могли встречаться в зале Народного собрания. Поэтому я уже могу пригласить всех, что давайте совместно встретимся и обговорим. Приближаются у нас и парламентские выборы. И все отлично понимают, что от этих выборов зависит будущее не только страны, но и Гагаузии в том числе. Поэтому очень важно, кому наш гагаузский избиратель свой голос отдаст. Есть такое мнение, что в дальнейшем мы видим, что мы поддерживаем политические партии, которые набирают в Гагаузии и 80, и 90, а чуть не 99%. Но дальнейшее об этом забывают, и те вопросы, которые у нас накопились, те проблемы, которые есть, это и то, что мы полномочия, возможно, многие потеряли, деконцентрированной службе, много чего остальное. Все обещают, но никто ничего не возвращает, а наоборот, мы с каждым годом больше и больше теряем. Поэтому, естественно, что мы хотим в дальнейшем предложить всем нашим политикам найти компромисс. Неважно, кто первый, кто второй, кто 10-е, место найдется всем, открыть гагаузскую партию, республиканскую гагаузскую партию. Мы не можем открывать региональную партию, нет такого закона. Но сейчас упрощенная регистрация республиканских партий, и мы можем именно использовать закон открытия республиканских партий, открыть нашу гагаузскую партию. Что я имею в виду гагаузскую партию? То есть это партия, которая должна работать в самой Гагаузии, с жителями Гагаузии, с нашими, как говорится, теми людьми, которые уехали за границу. Кто-то живет в России, кто-то в Европе, кто в Турции, кто работает с нашей общиной, которая находится в Кишиневе, где у нас тоже есть очень много наших гагаузов, или не только гагаузов, жителей Гагаузии. У нас, в принципе, есть переплетение, что у кого-то родственники, невеста, зять, молдаване, украинцы, другой национальности, не столь важно. Это даст возможности объединения Гагаузии. И я скажу, что в последнее время очень много мы разговариваем и ищем опыт работы других автономий. И скажу, что в принципе, на последней даже встрече Николай Петрович Терзи об этом говорил, другие политики говорили, что есть, например, опыт в Румынии, опыт венгерской партии. Я не могу досконально все рассказать сейчас, потому что тонкости я не знаю, но главное, что например, там венгерская партия участвует в выборах, и, в принципе, если она набирает то количество, которое положено по закону, она проходит парламент. А если она не набирает то количество, сразу же срабатывает второй закон о выделении квоты. То есть, в любом случае, они имеют своих представителей в парламенте. Это, наверняка, самое лучшее, которое мы сегодня можем предложить. Конечно, я не буду уверять все, что рассказал, что оно все в реальности. Мы так слышали, я поэтому, мне очень понравилась эта идея. И мы, в принципе, начинаем работать в этом направлении. И будем подготавливать и законопроекты, которые должны пройти в парламент. Для того, чтобы изучаться сначала в Гагаузии, потом в парламент. И идти по этому пути. Потому что многие, даже политики республиканские, говорят, а что значит выделить Гагаузии квоту? Если квоту выделить, что другие партии не могут брать голоса в Гагаузии, то есть получается что мы кого-то вытесняем с Гагаузии. А именно такой подход, что регистрируется партия, гагаузская партия, которая, если она набирает, например, у нас в стране 5%, набирает 5%, она проходит парламент. Если она не набирает 5%, тогда только срабатывает вопрос квоты, определенной по численности населения. Это даст возможность ничего, как говорится, не менять, и все политические партии, естественно, что если они хотят работать на территории Гагаузии и иметь какую-то поддержку, получать свои голоса, но это даст возможность следующему этапу развития демократии в нашей стране. То есть
Мы имеем автономию, но фактически мы не можем участвовать в политике, потому что наши представители Гагаузии, которые входят в республиканские партии, в принципе, в дальнейшем защищают больше интересы республиканских партий, чем, в принципе, защищать Гагаузию. Поэтому вот этот путь наверняка даст возможность и для того, чтобы и в центр. Потому что обычно у нас получается так, что мы поддержим одну партию, в стороне руководства приходят другие. 4 года бьют Гагаузию со всех сторон, никаких инвестиций, никаких грантов, никакой поддержки. А это даст возможность, чтобы Гагаузия голосовала за себя. То есть уйти немножко от той борьбы, которые нас втягивают конкретные лидеры различных партий, в борьбу с центром. Гагаузию подтягивают борьбу с центром. Гагаузия, как говорится, аккумулирует свои голоса все в Гагаузии. Это, в принципе, они голосуют довольно-таки вместе по 80-90%. И нас используют в борьбу с кем-то. А если мы пойдем по такому пути, что образовать свою партию, то тогда мы прекратим борьбу с кем-то. Мы тогда будем защищать только наши интересы. Я скажу, что защищая свои интересы, мы сохраним нормальные отношения и с Востоком, и с Западом, и с нашими партнерами с Турцией, потому что, защищая свои интересы, все к нам поменяют свои отношения. А когда нас стягивают в чужую игру, вот тогда нас бьют, потому что мы вместе с кем-то участвуем не в своей игре. Николай Иванович, вот к вопросу о политической партии. Ну да, законодательство молдавское не предусматривает создание региональных партий в Молдове, поэтому если идти по пути политической партии, то она должна быть зарегистрирована как национальная партия. И в этой связи могу привести примеры, и вы не хуже меня их знаете, когда были попытки создания партий, которые тоже планировали продвигать интересы Гагаузии. Судьбой этих политических партий, можем вспомнить, можем и не вспоминать, но мы помним партию регионов, помним партию наш Буджак, и чем закончили эти политические партии. Но сейчас разговор не о них. А вот вы говорите о том, что если будет создана такая политическая структура, что она должна заниматься интересами Гагаузии. И в этой связи у меня вопрос. Это политическая партия, которая может быть создана, в результате консенсуса. Будет ли она работать в Гагаузии для того, чтобы участвовать в гагаузских выборах? Потому что в Гагаузии есть выборы, которые не проходят на территории страны, имею в виду выборы главы автономии и народного собрания, есть выборы примаров и советов. Эти выборы проходят и на территории всей страны, но в Гагаузии все-таки есть и своя специфика, потому что есть определенная автономия. А в чем идея будет этой политической структуры? Чтобы сформировать политический класс внутри автономии или все же быть ориентированы в том числе и на выборы на уровне республики? Эта партия должна быть ориентирована, как говорится, как и в внутренних выборах, так и на республиканских выборах. Потому что мы отлично понимаем, что если мы будем вариться только внутри Гагаузии, естественно, что не участвуя в процессе развития республики, мы будем как-то выведены из политики страны. Поэтому естественно, что мы должны участвовать и на республиканских выборах. Вопрос идет о том, сможем ли мы набрать 5%. Но я скажу, что если, конечно, объединить всех лидеров Гагаузии для того, чтобы мы отдавали все голоса своей партии, тогда реально естественно, что мы можем пройти и в парламент, мы можем довольно-таки очень сильно участвовать и в выборе президента страны, но для этого нужно, как говорится, объединить всех лидеров. Скажу, первый шаг уже сделан. Даже вот вчера мы провели первое собрание Народно-патриотического союза Девлет в Камрате. То есть с нашими камрадскими ячейками. Были представители всех первичных организаций муниципии Камрат, где принято решение поддержать инициативу лидера Николая Дудоглу, чтобы выйти с таким предложением ко всем лидерам Гагаузии, найти компромисс отношений и создать гагаузскую партию. Сторонники Народно-патриотического союза Девлет готовы войти, как говорится, быть фундаментом, первым звеном. Именно потому, что у нас есть несколько тысяч человек, которые входят в нашу организацию, все готовы сразу войти в новую партию, которая будет создаваться, но это даст возможность быстрой регистрации. Для регистрации у нас достаточно голосов, даже одной нашей организации. Но для того, чтобы в дальнейшем развивать Гагаузию и действительно участвовать в республиканской политике, набрать 5%, вот для этого и мы сегодня делаем все возможное, найти компромисс между всеми политиками Гагаузии. Кто входит в различные партии. Пришло время, чтобы оставить уже другие партии,
республиканский, войти в свое и именно пытаться со своей партией войти в парламент, участвовать на президентских выборах. Ну и естественно, что когда у нас наступают местные выборы, у нас местные выборы практически вот на следующий год, у нас уже выборы Народного собрания, потом уже выборы местных примаров, советников. Естественно, что эта партия будет участвовать, и естественно, что в полном составе она, как говорится, во всех населенных пунктах будет предлагать свои кандидатуры. Если Гагаузия полностью все-таки поверит в эту идею, я скажу, что если вы скажете, Николай Иванович, а вы сами верите в это? Я скажу, в это, конечно, тяжело поверить. И я вот первый раз, когда мы с вами встречались, и тогда, когда мы идею предложили с 3 раундов переговоров и первый раунд провести, я, честно говоря, не надеялся, что идея будет поддержана, и, в принципе, соберутся довольно-таки много политиков, был хороший форум, где мы, как говорится, пойдем дальше одним крылом, единым. Все согласились это, что давайте мы второй раз, то все придут, кто был на первом раунде, согласились идти для того, чтобы встретиться и во втором раунде. То есть это говорит, что вроде бы казалось, что это очень тяжело, это невозможно. С того момента, когда Гагаузская республика, после Гагаузской республики образовалась наша автономия, с того дня Гагаузия раскололась, и с того дня нет единства. Да? У нас, в принципе, Гагаузы очень сильно расколоты. И это наша беда. Сила гагаузского народа только в единстве. Вот эти шаги, которые сейчас делаются, я считаю, что это очень большой успех для Гагаузии во всех сферах. Если мы пойдем дальше таким путем, уверяю вас, с нами будет считаться и центр. С нами будет считаться и правительство, и парламент, и президентура, и обязательно международная организация, посольство, все заинтересуются. Мне уже многие звонят, потому что многие уже слышат, что это. Конечно, если говорить будем, что это сделает один другу, конечно, тогда ничего не получится. Николай Иванович, вы сказали, что в ближайшую субботу вы приглашаете и ждете на консультациях, в том числе и гагаузов, которые состоят в других политических партиях. И у меня здесь вопрос, предлагали бы это, например, Ирине Влахо, экс-Башкану, потому что она буквально там месяц как создала свою партию и в общем-то, уже объявила и достаточно активно продвигает свою политическую партию. Мы не можем кому-то в приказном тоне, как говорится, сказать, что не открывайте партию или не поддерживайте свою партию. Мы в субботу пригласим. Пригласим и Ирину Федоровну, Александра Дмитриевича Истайноглу, и действующего и Башкана Гагаузии, и председателя Народного собрания, и всех других политиков, наших гагаузов, которые ходят в партию социалистов, те ребята, которые ходят в нашей политике Возрождение. Довольно-таки недавно была организована ячейка партии МАН примара Кишинева, и другие. Мы всех пригласим для того, чтобы совместно сесть и переговорить. А вдруг мы найдем все-таки ту середину, где все вместе пойдем. Ведь эта идея объединения всех политических лидеров даст возможность действительно развития Гагаузии. Поверьте, что если Гагаузия будет едина, мы сможем решать все наши вопросы. И мы и полномочия вернем. Потому что всегда, я будучи даже в парламенте, я помню, у меня даже с этим были проблемы даже со своими коллегами иногда, когда обсуждались гагаузские вопросы. Потому что все воспринимали, что гагаузы что-то хотят, а потом они захотят еще большего, чуть не отделение и тому подобное. А как воспринимают другие партии, усиление Гагаузии. Где-то внутренняя борьба была, что не давать возможности усиливать Гагаузию, чтобы она не играла какую-то роль в поддержке какой-то партии против другой партии. То есть боролись 2-3 республиканские партии между собой, Гагаузию подтягивали в эту же игру против кого-то. И я вам скажу, ничего не изменилось. Сегодня ведь то же самое. То же самое, что Гагаузию сегодня втягивают тоже не в свою борьбу против кого-то. А что от этого Гагаузия выигрывает? От этого Гагаузия выиграла. В Гагаузии идут обыски, Гагаузия арестовывается счета, запрещается выезд за границу, не разрешается делать банковские операции и много-много чего другое. Гагаузия сегодня не получает никаких инвестиций, никаких грантов
Да, республика пытается через примаров, а я скажу, это самая большая беда для нас. Если разорвут наш бюджет на две части, это, в принципе, было у нас в истории, когда при Гагаузской республике один район вышел с бюджетом с Гагаузской республики, и пришлось тогда, в принципе, идти на следующий шаг, соглашаться на автономию. И сегодня эти попытки идут, и дальше они еще больше пойдут. Поэтому для того, чтобы не давать возможности, чтобы кто-то использовал Гагаузию, разрывал его по частям, мы должны себе найти силы и найти компромисс. Я еще раз повторюсь. Найдется место для всех. Не обязательно кому-то быть первым. Если второй, третий, десятый, совместно эти вопросы, которые можно решать. Если нас не будут использовать, а мы будем бороться для будущего Гагаузии, я уверяю, что тогда мы сможем больше помогать и нашему населению. Я уверяю, что тогда мы сможем доказывать во всех министерствах. Когда я был начальником управления молодежи и спорта, в те времена далекие, я ходил в коллегию своего министерства и участвовал во всех вопросах. Сегодня спросите наши начальники управления, входит в коллегию министерств? Даже, по-моему, этот вопрос даже не рассматривается. Ну, потому что в Гагаузии управлений в 2,5 раза больше, чем в правительстве министерств. То есть, куда должен войти соответствующий начальник управления? Я скажу, что и в этом вопросе тоже нужно навести порядок. Не обязательно столько управления сохранять. Мы все время, денег у нас не хватает, а у нас тысячами различных чиновников, которые, в принципе, сокращения, и мы ничего не поменяем. Если взять 10-15 лет назад и сегодня, ну а зачем столько держать в штате людей? Для чего они такое делают? Чем они занимаются? У нас есть статистические управления, которые дублируют друг друга. Районные администрации. Чем? Ну, не хочу сейчас сильно останавливаться на этой теме. Я думаю, что может на какой-то передаче мы именно возьмем именно тему, обсудим наши предложения, как мы видели бы, будучи исполком Гагаузии. Но в данный момент я к тому говорю, что Гагаузия сможет участвовать во всех республиканских процессах. И именно потихонечку входить именно в те кабинеты, там, где действительно решается будущее Гагаузии, это развитие. Я скажу, что если у нас есть агентство регионального развития, да, мы еще были в парламенте, когда, в принципе, мы боролись за него очень долго, когда у нас открылось. Но скажу, но финансирование этого агентства капля в море. Я скажу, что мы довольно-таки, наше агентство, ну, не обижая никого, но мы рассчитывали, что мы получим намного больше дополнительных средств. Потому что иногда наши примары чуть-чуть путают, они говорят, мы выиграли грант, агентство регионального развития. Да нет, агентство регионального развития получает конкретно деньги на развитие Гагаузии, 10 миллионов, 50 миллионов, больше, меньше, и она уже внутри Гагаузии распределяет между нашими населенными пунктами, там, где участвует и руководство исполком, там, где у нас есть проблемы. Гранты дополнительные это в других международных организациях, таких очень много. И USAID, и посольство выделяет, очень много дополнительных есть проектов, где нужно участвовать. Поэтому я скажу, что если мы начнем бороться, не вмешиваясь в чужую политическую игру, а говоря о Гагаузии, чуть-чуть более умеренно уйти от внешней политики и вернуться в внутреннюю гагаузскую политику, республиканскую, тогда я уверяю, что неважно, кто будет руководствовать страной, левые, правые, они будут вынуждены с нами считаться, потому что мы станем именно той силой, которая, я скажу, что где-то она дополнительные 4, 5, 6 депутатов решает судьбу и парламента. А объединившись, Гагаузия это может показать. Если гагаузские лидеры поддержат вот это, значит, нашу идею, что нужно уйти от личных амбиций, от своих личных, от республиканских партий, которые не работают, ну, не работают на территории Гагаузии, а приходят только за нашими голосами, эти проценты мы найдем. В Гагаузии сегодня избирателей больше 100 тысяч. 129, по-моему, было по последний раз. Это, я скажу, что довольно-таки большой процент. Примерно 15 тысяч – это 1% на выходе в парламент. То есть, если не разрывать Гагаузию, даже на территории Гагаузии мы этот про 5%, которые нужно для того, чтобы войти в парламент, найдем. Но если даже и в Гагаузии мы не найдем, я уверяю вас, что наши же земляки, которые находятся и в России, и в Европе, и в Турции, в Америке, неважно где, появившись гагаузская партия с гагаузским названием, уверяет вас, что она будет их привлекать. Что касается тех партий, которые создавались. Я не буду как бы говорить сверху, почему, что, но я скажу так, что
эти партии как бы создавались, но цель их была работать во всех районах, искать все голоса со всех районов. То есть быть тоже республиканской партией, они просто рождались в Гагаузии. Но это поэтому не дала успех. Я говорю сейчас о совсем другой партии. Если бы закон позволил открыть нашу гагаузскую партию региональную, конечно, ничего не надо, нужно открывать региональную партию. Но так как закон не позволяет, нам нужно идти по следующим путям, открывать республиканскую партию на территории Гагаузии с гагаузским названием и не лезть в другие районы, как говорится, доказывать, что мы лучшие, мы худшие, а работать на своей территории, что именно эта территория, скажу так, у нас было уже 97%, что вся 100% поддерживала свою партию, чтобы мы могли решать вопрос. Конечно, гагаузская партия, если войдет сама в парламент республики, конечно, она сможет дополнительно в дальнейшем при утверждении правительства иметь и своих министров. Именно тогда мы сможем реинтегрироваться в руководство, значит, страны. Да, тогда наша молодежь сможет работать во всех министерствах, международных организациях и посольствах. Тогда мы будем задействованы, как говорится, мы вырастим своих маленьких штанишек. Сейчас нас кормят так, чуть-чуть сидите, мы вам немножко что-то там дадим, что-то обещаем, и для вас это достаточно, и мы вместо вас будем решать ваши вопросы. Вместо нас пришло время, не надо решать вопрос. Давайте мы сами будем решать свои вопросы. Но это, еще раз повторяю, это может получиться при полном согласии всех наших лидеров. Конечно, тяжелее наверняка можно будет сейчас говорить с теми политиками, которые буквально недавно создали свои партии. Но я уверяю, что даже если на будущих парламентских выборах будет создана гагаузская партия, она пойдет в парламент и не доберет эти 5%, доберет 2%, 3%, но ни в коем случае не будет с кем-то сливаться, не будет с кем-то объединяться, а именно идти своим крылом, уверяю вас, что в дальнейшем эта партия вырастет. Да, не пойдет на парламент, но все увидят, что Гагаузия объединяется, это уже высокий процент. Тогда мы сможем говорить, неважно кто руководствует, для того, чтобы выдвигать представителей Гагаузии и исполнительную власть. И естественно, что наши люди должны участвовать при утверждении или подготовке Министерства иностранных дел тех людей, которые работают в посольствах. Это не только должно касаться, что это только Турция или Азербайджан. Естественно, что у нас есть очень много грамотных людей, которые могли принести пользу для страны, участвуя в этом процессе и будучи послами, консулами других стран. Николай Иванович, вот завершая сегодняшнюю нашу программу, вот вернусь все-таки к тому моменту, который вы даже предложили, что озвучить вопрос о том, верите ли вы сами в то, что возможно объединить политиков, потому что вся политическая деятельность Гагаузии показывает, что все-таки политики имеют разные взгляды. Я имею в виду внутри автономии. И всегда время показывало, что найти какие-то точки соприкосновения политикам из разных лагерей, с разными интересами в Гагаузии не всегда было просто. Это доказывают и последние выборы формирования руководства Народного собрания. Мы помним, что это было непросто. То есть почему сейчас должно стать просто объединить, потому что политический класс или политическая элита Гагаузии, она в принципе одношерстна, да, то есть за последние 10 лет не слишком поменялся политический представительский класс автономии. То есть это, по сути, примерно где-то одни и те же люди. Что может произойти сегодня, чтобы эти люди нашли общие идеи для того, чтобы консультироваться или войти в одну какую-то общую партию? Знаете, то, что как сегодня, так наверняка у нас никогда не было. Конечно, много раз доминировали в Гагаузии политические партии, скажу, и коммунисты, и социалисты, и другие всякие. Но на сегодняшний день вот со всеми говоришь, и все вроде говорят, вроде бы как бы что-то делается, какую-то поддержку получают там пенсионеры, все. Но что-то мы потеряли, мы себя потеряли. Мы стали, не теми гагаузами, вот пойдешь, даже другие населенные пункты, говорят, что прямо вы так легли, что у вас... Если раньше Молдову воспринимали, что гагаузы это одни из самых гордых, сильных людей, которые чуть не нас сравнивали, что вы как чеченцы, там вот такие, всякие. А у нас раз, и мы исчезли. Мы исчезли, фактически лидеры Гагаузии пропали. Вы посмотрите, что сегодня
кто руководитель регионом, кто в исполкоме Гагаузии, кто в руководстве Народного собрания. Единицы подготовленных людей, единицы. Все, которые более-менее подготовлены, их начали вытеснять. Просто вытесняют в сторону, для того, чтобы они исчезли, чтобы появились новые люди, полностью подконтрольные. Полностью подконтрольные люди кому-то, чтобы руководить регионом, да? Чтобы один человек мог руководить всем регионом. Поэтому я скажу, что такого еще не было. И именно в этот момент, вот я очень много есть людей, с которыми говорю, которые недовольны, они, в принципе, как-то от разговоров как-то отстраняются, но когда все-таки они откроются, мнение у всех едино. Именно в этот момент мы пришли к тому, что если следующий шаг мы не приостановим то, что сегодня творится, Гагаузии в дальнейшем не будет. Страшно об этом хоть говорить, но оно так и есть. Потому что если мы допустим, что руководили Гагаузией не мы, жители Гагаузии, а кто-то руководил нами, и не только один-два, а приезжали, привозили и ставили на руководящие посты всех, то в дальнейшем зачем такая Гагаузия нужна республика? Республика пойдет на то, что тогда это не автономия, да, это подконтрольная территория. Поэтому сегодня, о чем я говорю, я не выступаю сегодня против кого-то. Я не выступаю против социалистов, против Шора, против МАМ, не знаю, против всех партий. Я выступаю за Гагаузию. Я выступаю за Гагаузию. Я в своей жизни тоже сделал много ошибок. Я вам скажу, чтобы сегодня прийти к такому мнению, которое есть у меня, наверное, нужно было пройти длинный путь. И естественно, что я был в молдавской политике. Мне много разговоров обо мне идет, что я был в разных партиях. Нет, я всего лишь был один раз в жизни только в демократической партии. Я был, значит, членом демократической партии. Я был в парламенте демократической партии. 3 года я был депутатом, потом я сам добровольно написал заявление, вышел от партии и ушел с парламента. Потому что я попал в парламент благодаря этой партии. Если я ухожу с партии, я должен уйти из парламента. Это правильный подход. То, что не делают другие. Я скажу, что в парламенте они перекупаются, выбегают право, лево и потом. Это неправильно. Я считаю, что и парламент должен принять такой закон. Если человек вышел в партию, должен уйти. Ну, а мы, жители Гагаузии, ни с кем, как говорится, ни в коем случае не объявлять кому-то чуть не агрессивную какую-то политику, чуть не военные действия. Да? А именно что, ребята, мы не против вас, мы не против кого-то. Если вы хотите помогать жителям Гагаузии, добровольно хотите, как говорится, вводить социальные какие-то проекты, благотворительные фонды, возможность пенсионерам, чтобы они могли заплатить энергию. Спасибо, мы очень рады, мы благодарим вас. Но политика Гагаузии должна быть такова. Мы хозяева на своей территории, и мы решаем свою дальнейшую. Да, мы можем переговариваться с кем-то, но мы должны переговариваться. Решать за нас никто не имеет права. Гагаузия создавали наши аксакалы, наши, говорится, те люди, которые боролись за это, и, в принципе, сделали первые шаги, и Гагаузию привели к сегодняшнему моменту, где, в принципе, у нас очень хороший регион, хорошая земля, хороший народ, и мы не имеем права, вот сегодняшние руководители, лидеры, все это потерять. На этой ноте давайте завершим программу. Надеюсь, что ваши инициативы найдут поддержку и других политиков, и представителей гражданского общества в Гагаузии. Не знаю, время покажет, насколько своевременна эта инициатива, потому что 30 лет со дня принятия закона об особом правовом статусе тоже достаточно символический возраст. Наверное, уже и люди принимают 30 лет какие-то уже более осознанные решения. Может, пора и на уровне автономии как-то по-другому взглянуть на развитие самой автономии, скажем так, следующие 30 лет. Вы смотрели программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Сегодня нашим гостем был Николай Дудога, депутат Народного собрания автономии, и мы обсуждали его инициативу о консолидации политических элит Гагаузии для того, чтобы развивать Гагаузию в нужном направлении, в том числе защищая интересы гагаузской автономии. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях.